Вечер в эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с наиболее интересными людьми. Сегодня наш гость уже второй раз за 2 недели, и, может быть, это будем продолжать еще. Человек, который знает про коронавирус очень много и который не шарлатан, человек, лицензированный врач в государстве Израиль. Но если кто-то понимает, что такое иметь израильскую лицензию медицинскую, тот поймет, что шарлатанов там быть не может. Вот, там за все очень жестко карают, за всем следят. Это мой товарищ и очень хороший человек, доктор Борис Бриль, который к нам присоединится скоро, как мне говорят мои редакторы. Я правильно понимаю? Уже есть, да? Ну тогда показывайте нам Бориса Бриля. Привет, Боря. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Рад тебя видеть после прошлого эфира. Ну, эфир-то закончился, но мне еще писали, звонили, наверное, тебе тоже самые разные люди. И спрашивали, как дела, и в смысле с коронавирусом, что-то не успели спросить. Так интересно получилось, что звонить там начали во второй половине программы, причем очень много людей, а в первые люди слушали. Я так просто понял, что тема недоговоренная, и, наверное, она и не будет договоренная до конца, пока коронавирус существует, потому что и слухи множатся, и сплетни множатся, и исследования множатся, и факты множатся, да, и заблуждения тают, какие-то рассыпаются и так далее. Поэтому я решил попросить тебя, я благодарен тебе за то, что ты согласился, продолжить этот наш сериал. Потому что, ну, сейчас самое важное, сейчас любая информация правильная может спасти человека, а любая неправильная может погубить на самом деле. Поэтому все это очень важно. Я тебе еще раз очень благодарен. Спасибо, что нашел время. Ну, смотрите, давайте пройдемся по новостям основным, которые очень важные, мне кажется. Вышло новое английское исследование, Британия выпустила новое исследование, которое показало, что больные, заболевшие коронавирусом, которым не нужно было давать дексаметазон, то есть это средней тяжести, и не тяжелые, если они получали дексаметазон, это тоже приводило к ухудшению состояния. То есть что это показывает? Что тот протокол, в котором говорился, что нужно давать только тяжелым пациентам при снижении сатурации и в больничных условиях стероиды, это был правильный протокол. Поэтому домашнее такое назначение очень своеобразно, потому что может тоже привести к осложнению. То, что мы постоянно говорили, что антибиотики и противомалярийные препараты, которые плаквенил и гидроксихлорохин, они повысили смертность и тяжесть заболевания, то это уже мы говорим давно, хотя я не знаю, почему продолжают выписывать эти варианты лечения. То, что не существует противовирусных препаратов, кроме единственного рамдисавира, но опять же о нем еще будут исследования. Он одобрен, но пока не надо за ним бежать, и каждому первому ему не надо ставить. Это основные тезисы, которые мы знаем. Поменялось еще очень большой факт. Это поменялся то, что все же передачу основную на большом-большом исследовании, основная передача коронавируса составила воздушно-капельный, а не аэрозольный. То есть все же передачи идут обычная хирургическая маска тоже, в принципе, достаточно хорошо и многоразовая, тем более то, что мы говорили, защищает от коронавируса, от COVID-19, от передачи и снижает гораздо меньше получаешь вируса. То есть патогенный путь передачи, то есть именно который имеет значение, он именно воздушно-капельный. Мгм. А на сколько процентов вот воздушно-капельный путь передачи отличается от каких-то контактных других, я не знаю, какие еще есть? Ну, а контактный — это надо взять какой-то загрязненный предмет и потом, извините, пихать руки в рот. Это, ну, здравый человек этого не будет делать. Мгм. И второй момент — это когда человек... Еще какие у нас есть варианты? Ну и аэрозольный. Аэрозольный, когда частицы просто меньше, чем 4 нанометра. Но это опять же из-за того, что частицы летят вместе с парами, которые человек выдыхает, то он минимален в этом случае, а минимальное количество вируса не патогенно. Ну, то есть аэрозольный путь, чем отличается от воздушно-капельного? Для меня это звучит одинаково. Размером частиц. Ага.
А воздушно-капельное — это то, что летит на каплях у нас, извините, изо рта и носа, да? Вот эти Да. вирусы, которые... Аэрозольный тоже, но больше, но чуть-чуть меньше. То есть, если капля это больше 5 нанометров, я сейчас Мгм. могу ошибиться точно в точной цифре, то аэрозольные меньше 4 нанометров. Но воздушно-капельный путь полностью останавливается любой маской, в том числе многоразовой, о чем ты сейчас сказал, да? Да, 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 при которой можно заболеть. То Мгм. есть, опять же, если мы берем больницу, и человек, который внутри больницы работает и там интубирует, то, естественно, ему многоразовая маска не подойдет. Я, кстати, сегодня себе заказал, есть израильские многоразовые маски, новая тоже такая технология, на 2 года одной маски достаточно постирать, Да и ты, уровень защиты FFP2, то есть это как N95. ну ты же пришлешь мне несколько штук. Конечно, Так, конечно. Вот спасибо. завтра придут, мне 10 штучек, я тебе пришлю. Обязательно. Тут Очень мне, тут мне сотрудники говорят, на весь телеканал заказывать. хорошо. Хорошо, Но мы пришлю. же реально, мы вот тоже как медики ходим на работу, несмотря ни на что, хотя и у нас тоже люди болеют и по-разному болеют. Вообще, знаешь, пока еще нет звонков, а телефоны вы видите сейчас у себя на экране, посмотрите, это телефон, это Viber, можно с любой точки мира звонить, и также, ну, Skype, по-моему, у нас занят сейчас самим Борисом, но вот Viber можно точно звонить, и телефон. Я хочу сказать, ну, во-первых, сегодняшняя новость BBC, Боря, я не знаю, ты видел, что шведский вот этот путь общего иммунитета, как он называется? Не общего, я забыл. Коллективный. Да, что это бред сивой кобылы, такой же, как колхоз, как коллективное хозяйство когда-то было, Это социалисты. коллективный разум. Да, это коллективный разум. То есть, если собрать значит, по молекулам мозг и в кучу сложить, это будет разум коллективный. Видимо, такая же идея с иммунитетом. Но как-то не заработала вот эта куча молекул, не сложилась в какие-то причинно-следственные связи, поэтому в Швеции все признано, это все неправильно. Эти поиски коллективного иммунитета обошлись, вдумайся, в Швеции более 7 тысяч, по-моему, 7700 где-то умерших. В соседних странах, ну, сопоставимых по величине, ну, в Финляндии чуть меньше, там, Норвегии чуть меньше, там, Дании там чуть меньше, но все равно 400, 500. То есть на порядок в 10, 12, там, в 13 раз больше у шведов людей умерло. И я видел цитату шведских каких-то экспертов, которые говорят, моя страна всегда была самой дисциплинированной. У нас всегда все слушали правительство, всегда все делали, ну, как бы вот не допускали таких ошибок, подскользнувшись на банановой шкурке, знаешь, невынужденных. И говорит, я свою страну, говорят, не узнаю. Просто мы выделились среди всех. Швеции закрыли, шведов не пускают в соседние страны. Такого не было никогда. Да? И вот это результат этих экспериментов, который провел этот прекрасный чувачок, непонятно каких там взглядов, может он там в фантастике начитался какой-то и так далее. А вот действительно, объясни, почему не может быть коллективного иммунитета. И заодно затронем тему повторных заражений, пожалуйста. Смотри, ну, коллективный иммунитет, возможно, он и будет, потому что прививка. Но надо же понять, это должно переболеть большое количество населения. Если мы возьмем благополучное течение заболевания, то там смертность составляет, скажем, 2%. И вдруг у нас 2% населения просто умирает за короткий срок. А когда идет нагрузка большая, то просто начинают умирать не 2, а 10%. Потому что врач может спасти одного, двух, трех, 10, но он не может одновременно спасать 100 человек. Ну и потом есть люди, больные другими болезнями, извини меня, да, которые их места в больницах занимают люди, которые могли бы там не лежать. Абсолютно верно. И тут мы катимся в какую-то непонятную пропасть. Они перестали лечить, ну знаешь, я не могу сказать, я в Швеции никогда не работал, я не могу сказать. Но как я слышал, опять я не хочу сказать, что там, допустим, пожилым людям не делают операцию по восстановлению шейки бедра по той причине, что типа это нерентабельно для... Я не знаю, насколько это правда. Мне кажется, Но, это ерунда какая-то. Что-то я не верю в то, что шведы так относятся к людям, не знаю. но сейчас ты видишь, как они отнеслись к своим пожилым людям. Да, сейчас да. Для меня это тоже удивительно, потому что я всегда считал Швецию, ну, таким государством, в котором в первую очередь думают о людях и так далее. Да уж насколько Я тоже. благополучно. Вот. Ну, давай тогда вот что. Пройдемся мы с тобой по основным, ну, где-то фейкам, где-то заблуждениям, а где-то, может, и правильным утверждениям про коронавирус. А, нет, сначала я вот что хотел сказать, забыл совсем.
Ты задумался над этим? Мне вот кажется, что самым вредным вообще в эпоху коронавирусной инфекции и сопровождающим его медийным фоне, да, самое плохое — это вот эти рассказы про легкое течение болезни. Вот я еще раз об этом подумал. Есть же такое понятие, Боря, синдром выжившего. То есть все воспоминания вот людей, которые там выходили из каких-то горных завалов, там, преодолевали Антарктиду, там, да, доходили до полюса, там, Арктику, ну, всяких трудных, войны, да. Все эти мемуары написаны живыми. То есть мы изучаем опыт живых, выживших, перенесших так легко более-менее что-то, да, ну, труднее, легче, но выживших, по крайней мере. Забыли, что 70% не дожило. Да, а вот люди, которые... Сколько экспедиций погибло в Арктике, в Антарктике, ну, это просто как аллегория, да, и сколько людей умерло, они-то нам ничего не рассказывают вообще. И я не хочу, чтобы ты кого-то пугал, но я бы... Покажите, пожалуйста, телефон еще раз, там люди просят. Держите, пожалуйста, телефон я где-то своей бригаде говорю. Вот. Спасибо. Что... Реалистичность. Да, вот как эту реалистичность восстановить? Конечно, умершие не говорят, но, может быть, за них скажут врачи, может быть, ты найдешь, что сказать вот от имени людей, которых нет. И тем более я знаю, что у тебя близкий друг ушел из жизни. И несмотря на израильскую медицину и все остальное, ни тебе, никому не удалось его спасти, да? Вот что бы сказали не выжившие? Я Вот тебе, кстати, про это. большое такое отступление. Знаешь, я дошел до Эвереста еще в 2008 году. И когда меня спрашивают, что там, как Непал, я всегда говорю: ужасно. Ужасно не в плане самого Непала и не в плане это опасно, и ни в коем случае нельзя этого делать. И то, что ты сказал, те, которые дошли до Антарктиды, все хорошо. Вот я дошел, это туда не надо ходить. Мгм. Вот. Теперь, да, но друг, к сожалению, умер, и неважно, он умер в Красноярске. Да, это вот человек, я скажу, я занимаюсь этой всей А историей. ты сам из Красноярска же родом, по-моему, да? Сам из Красноярска. Это замечательный человек, он сам вообще, кстати, родом из Житомира. Но не будем отступления. Смотрите, заболевания, несмотря на то, что много, и мы много знаем, но в то же время мы не знаем его течение, как оно может сыграть в ту или другую сторону. Никто не может знать. Естественно, если подходить в общей массе, то молодые люди меньше подвержены, и школьники тоже. Но те, кому 50, это тоже люди. И те, кому 60, это тоже люди. И очень интересно такое, знаете, бывает, вот стало легко, и люди, ну, встал, я побежал, и все хорошо. Типа. Но потом раз, и опять слег, и уже очень тяжело. Потому что, как сказать, дал слабинку, подумал, что уже встал. Мгм. Конечно, сатурация может упасть в любой момент, и проблема, допустим, самого заболевания, почему надо, имеет значение измерение сатурации, надо держать пальцоксиметры, это по той причине, что сами эти пальцоксиметры показывают, а ты можешь не чувствовать, что тебе тяжело дышать. Это основано на том, что у человека, в принципе, выделение СО2, который является активатором ускорения дыхания и плохого самочувствия, головных болей, он выделяется нормально, а оксигенация или приход кислорода в кровь, он снижен. И поэтому мы вроде бы и сатурация 80, которая в нормальной ситуации, она должна, у тебя будет отдышка, потому что кроме того, что у тебя падает кислород, у тебя всегда накапливается в результате этого СО2, Мгм. углекислый газ, что является активатором для запуска процесса ускорения дыхания и других процессов кислотно-щелочного равновесия крови. Да. И тут у нас этого нету. И мы можем, в принципе, определить только по сатурации. Естественно, когда сатурация снижается, не нужно играть в игры и лечить на дому, надо ехать в больницу. Но опять же, подходить к лечению, которое вам дают, тоже грамотно и с умом, потому что то лечение, которое, если вам вдруг сразу же сходу прописывают антибиотик, не посмотрели, что у вас увеличены лейкоциты, это сделает ваше течение хуже. И никакой антибиотик легкие не восстанавливает и так далее. Это именно сделает, ухудшит состояние. Поэтому коварность заболевания. Мы еще продолжим про коварность и про тяжесть. И все-таки, да, но на звонок телефонный, в прямой эфир. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Борису.
Добрый вечер. Мы живем в Киеве, меня зовут Айше. Переболели ковидом, и было пару вопросов, если можно задать. Да, еще, Ханум, задавайте, пожалуйста, громче только. Смотрите, у старшего сына 2 недели, как обычно, был ковид, начал работать. Сейчас прошло после заболевания 2 недели. У нас уже неделю опять держится к вечеру 37,1, 37,2 температура. Это норма или отклонение, или что-то надо делать? У нас мы пили, все ваши рекомендации выполняли, как-то не ходили. В принципе, состояние было не тяжелое, как грипп. 19 лет, разжижающие не пили, ничего такого не принимали. Мгм. Анализы крови, мочи в норме. Что-то надо сдавать, или это нормальное состояние после ковида? Смотрите, в принципе, после ковида мы имеем эти состояния, и мы знаем, называется лонг-ковид или температурный хвост. Это часто. Если у нас идет поражение систем, то естественное заживание, и процессы заживания в организме могут идти долго, и очень долго. Есть задокументированные случаи до 6-7 месяцев. Я бы основывался на том, что все-таки пройдет это все быстрее. Вопрос, опять же, самочувствия самого ребенка, то есть ребенок 19 лет или молодого человека, как он с этой температурой себя чувствует. Потому что 37,1 — это не катастрофическая температура. Это обычная температура, которая может происходить из-за боли, из-за повышения или из-за заживления каких-либо. Тут, кстати, сразу же идет и очень такая громкая сейчас тема — это температуры и вирусные заболевания, в частности ковид. Сейчас очень много шума по этому поводу. И я как-то сказал в интервью, что, в принципе, температуру надо сбивать. И я вот сейчас скажу, это тоже относится к этой теме. Вообще по исследованиям, что при вирусных инфекциях снижение температуры ибупрофеном или парацетамолом повысило смертность на 50%. Но надо понять, это не при ковиде, но надо понять о том, о каких группах шла речь. То есть это в основном у госпитализированных людей. То есть там есть тоже вопрос к самой работе. Следующий же вопрос в том, что отложим ковид, что у основной массы людей подход, то есть нас вообще как врачей, он должен быть таков, что больной он не виноват в том, что он болеет. Если он не совсем сам он не отрицает маски, я тут не заражусь и вдруг заболел, мы говорим о нормативном человеке. Больной не виноват, что он болеет. Он ни в чем не виноват, в принципе. Поэтому наказывать его болью, чтобы он страдал, мучился, его не надо. Медицина должна быть человечной. И, допустим, меня учили, чтобы облегчать страдания, чтобы, если ребенок плачет, зачем ему страдать и мучиться? Человек должен болеть комфортно. И в общей массе, если мы возьмем самую большую такую выборку, я не думаю, что есть повышение смертности, которое зависит от снижения температуры. Потому что, сбивая температуру данными средствами, а существует, кстати, еще других много средств, мы не снижаем иммунитет все равно будет запускаться. Он запускается как другой агент. Теперь, если 37,1, то есть и человек 37,1, он умирает, конечно, его надо лечить, потому что он страдает. Надо быть, как сказал, человеку должно быть комфортно. Если там болит зуб, то надо не говорить, вот у тебя болит, потому что он воспалился, это ответная реакция организма. Надо сделать так, чтобы он не болел. Если ребенок родился, у него режутся зубки, у него температура. Зачем мне нужно, чтобы он плакал, чтобы он страдал? Это тоже нехорошо. Понимаете, о чем я? В данной ситуации, если вашему 19-летнему сыну некомфортно, и это тоже абсолютно нормально, стоит проверить, сдать анализы крови, сделать спирометрию, посмотреть, в чем может быть причина, сдать гормоны. Существует много вариантов, почему может быть температура. Очень много. Саулнус Айшаханем. Я думаю, что более конкретно просто Борис не может сказать, потому что, понятно, не видел анализов. Но, в общем, алгоритм понятный. Вот у меня, например, после ковида, я прямо сейчас вот у тебя хочу получить консультацию, у меня один из признаков ковида, не знаю, у кого-то был такой, появился свист в ушах. Это смешно сказать, но это правда. Как будто в голове свистит какая-то, знаете, электрическая лампа из радиоприемника советского, когда она включалась, или телевизор, помните, советский, когда прогревался,
Вот, там какой-то тонкий такой металлический свист. Вот у меня, например, чуть-чуть такое ощущение осталось. И вообще, какие еще последствия тебе известны вот такого рода? И как их надо лечить или просто ждать, вот как в этом случае, борясь с симптомами, ну и сдавать анализы, наверное, вот в ряде случаев. Потеря вкуса. Очень часто обоняние и вкуса. Также мы часто очень у людей жжение в груди, боли в спине. Это уже после ковида. Мгм. И нарушение сна, и панические атаки тоже присутствуют. Сердцебиение или что-то, вот апатия, депрессия, это все присутствует при ковиде, при вот этом вот лонг-ковиде. И есть целые работы, в Гарварде сейчас тоже начинают делать по поводу лонг-ковида. Потому что, опять же, это система, которая поражает точнее, это заболевание, которое поражает системы. Оно поражает и кишечник, и нервную систему, и сосудистую систему. Соответственно, мы можем получать вот эти вот послековидные затяжные реакции надолго. Но я думаю, что в скором времени будут найдены. В принципе, есть некоторые вариации лечения, которые, ну, в Израиле используют, допустим, тоже дают там лирику, дают каннабиоиды определенные, дают там CBD, например, как тоже, как вариант. Но пока мы эти варианты лечения разрабатываем, то есть потому что все равно заболевание новое, а после, типа последствия этого заболевания еще более новее, чем само заболевание. Мгм. То есть, в принципе, по большому счету, вот у всякого человека может быть по-разному. Вот у меня это там звон в ушах, там что-то еще, что-то. Надо просто вот что делать? Надо их идти не знаю, к неврологу, если поражение там кому-то. Неврологу. Ну, Но не хватает даты. Пока, я думаю, подождать, пока выйдут следующие исследования, с помощью которых можно будет сказать определенно это. То, что мы, кстати, разговаривали, то, что сейчас делаем исследования, тоже есть лекарства, которые улучшают это состояние, как, например, твой звон в ушах, ты мне попробуй передать, посмотрим, как получится, когда мы закончим это исследование в ближайшем времени, я думаю, что его уберем тоже. Хотя тут вопрос, может быть, оно приятное, надо узнать тональность. ты издеваешься. Ну, это смешно звучит действительно, но это просто я помню, что и это было заметно, было один из первых признаков, потом все симптомы ушли, ну и температура там, и все остальное, да, а вот этот звенящая какая-то ерунда, как вот, ну, наверное, сосудистое что-то, да, это вот как ты... Кстати, надо сделать, знаешь что? Я вот сейчас как раз мы с тобой разговариваем, у меня мозг освободился от других проблем. Надо бы сделать аудиометрию, это проверка слуха, с тестом Берра. Мгм. Я тебе потом напишу, аудиометрия с тестом Берра, посмотреть. Возможно, выпадение определенных тональностей может приводить к звону или свисту в ушах. Это тоже такой момент существует. А при поражении нервной системы, допустим, если мы при ковиде имели поражение, то может быть и поражение и именно в плане слухового нерва. Да, но это есть в Киеве и хорошие лор-врачи, это же лор-клиника, да, ну, не будем больше про меня, но может у кого-то еще что-то подобное есть, тоже интересно. Вот если у людей такая ситуация, сходите, сделайте аудиометрию с тестом Берра. Надо не забывать, тест Берра очень важен в этой ситуации. Но вообще вот эти все последствия, они из-за чего? То есть, грубо говоря, происходит какая-то война внутри организма, да? Этот вирус незнакомый, непонятно чем вооруженный до конца, да, непонятно какой имеющий силу, да. Он, это же, если проникают в тебя эти вирусы в достаточном количестве, он поражает все системы. Просто он ищет слабые места какие-то, да. И Да. где-то, да, и где-то находит, и это может вылезти потом, и никто не знает, главное, что и когда может вылезти. Я правильно понимаю? Не Я изучен до бы тебе конца. сказал так, что иммунитет, он вырабатывает, это иммунный ответ э, всех, иммунный ответ человека на все системы. Он вырабатывает этот иммунный ответ во всех системах, поражается. Не то, что вирус поражает определенные системы, а сам организм. А, вот Поэтому что. Мгм. в данной ситуации, когда самые такие пока перспективные варианты лечения, опять же, как я сказал, например, стероиды, но только в определенных стадиях, это, допустим, снижение самого иммунитета. В то же время просто так снижать иммунитет тоже не подойдет, потому что можно зацепить дополнительные какие-либо инфекции, включая мочеполовые или другие, связанные с этим. Или гормональные сбои тоже. Опять же, таких минимальных доз особо нет, но
Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Вернее, я задал вопрос, но ты до конца не рассказал. Вот что бы еще могли рассказать люди, которых мы уже не услышим, да? Которых и ты видел, как врач, который, ну, анестезиология напрямую связана с реанимацией, ну и так далее, да? Вот насколько это тяжело болеть в тяжелых стадиях? Вот, понимаешь, просто я почему-то говорю, не то, что пугать кого-то должен, прошу, просто я вижу такое легкое отношение у людей. И почему я даже не люблю про свой случай рассказывать, потому что, несмотря на 27 дней болезни, 27 дней, ребят, как бы там ни было, да, все равно это более или менее как-то у меня прошло вот так вот, но и то вот что бы ты на это сказал? Вот насколько это может быть страшно и тяжело, и почему это страшно вообще? Вообще тяжелая болезнь, она всегда тяжело переносится, особенно когда она начинается в сознании. Если мы говорим не особо о пожилых и людях с Альцгеймера, которые мы их страдания не можем понять, потому что у них нет коммуникации с нами, но мы возьмем тех, я говорю, ты мне говоришь, у меня вот перед глазами мой друг и история с моим другом. Ну, потому что близкие, но на самом деле так. И вот кашель не прекращался, он прямо не давал покоя. Невозможно было отхаркивающего чего-то. Ты не можешь его остановить. Это изнуряющий кашель, который не дает тебе дышать. Человек присоединяется к аппарату СИПАП, и на аппарате СИПАП, меняя положение на животе или другое, это очень тяжело дышать. Давление постоянно, ты не можешь нормально спать, нарушен сон. То, что болят все клетки организма, это одно. И шевеление, знаешь, есть часто люди, кстати, чтобы я не забыл, это шевеление по коже. И второй момент — это, я говорю, это основное чувство, задыхаешься. И кашляться не можешь, остановить этот кашель ты не можешь. Ничем не можешь остановить кашель. И в этой массовости людей, то есть я видел людей, пациенты, которые с онкологией или не с онкологией, у них тоже у многих такие ситуации были, но это не в таких размерах. И вот это 3 недели кашля, аппараты, и как тоже главврач, который помогал мне в этой ситуации, он говорит, нужно, чтобы был на СИПАПе, там, но в то же время, потому что если люди не хотят там слушаться определенно, то они потом попадают на ИВЛ, а с ИВЛ потом дальше уже другая инстанция. Ну, то есть попасть на ИВЛ это уже очень тяжелое состояние, правильно понимаю? На сегодняшний день, если мы посмотрим по израильским работам, смертность после ИВЛ сегодня составила 70%. Но в начале пандемии мы говорили о смертности на ИВЛ 30%. Почему же это происходит? Это не из-за того, что больше смертей, это из-за того, что мы меньше применяем ИВЛ, больше применяем неинвазивной вентиляции, как аппараты СИПАПы, как высокопотоковый кислород. Только из-за этого. Так у нас, я говорю, у нас единицы больных, в принципе, в стране. Тяжелых, я имею в виду. Ты про Израиль сейчас, да? Да. Но просто на аппараты искусственного дыхания совсем тяжелые уже попадают, да? Когда уже совсем вариантов нет других. Но ты не можешь дышать. Никто просто так на аппарат ИВЛ не садит. То есть это не лечебная процедура, это вынужденная процедура, когда человек не может дышать, как ты его будешь дышать? Никак. Ты должен поставить трубу и подсоединить к аппарату искусственной вентиляции. Иначе он умрет в течение 2 минут, 3 минут. Но это реанимационная процедура, по сути дела. Да, реанимационные процедуры. Да, я напоминаю зрителям, что наверняка куча вопросов, куча родных, близких, сомнения какие-то там, вопросы, ну и так далее, непонятки. Звоните, пожалуйста, нам по Вайберу, по телефону. Борис Бриль, пользуясь возможностью, может ответить на ваш вопрос в прямом эфире. Я вот начал с того, что чаще всего это воздушно-капельный путь, но это общение без масок, короче, довольно продолжительное, да, там от 15 минут, наверное, вот так примерно, да, ну и близко. Ну, вот правильно я говорю? Да, в общем, дольше общение, дольше тесное общение. Ну, конечно, посмотри, что у вас происходит. Я все фотографии смотрю, все люди на концертах, в ресторанах. Вот, об этом хотел с тобой поговорить, да. Понимаешь? А потом эти же люди обвиняют, что вам закрывают локдаун. Или что в больницах нету места. Я всегда спрашиваю, а не ты ли случайно, дорогой, ходил без маски, ходил вот на это мероприятие, сидел за столом, пил шампанское? И так, понимаете,
Те люди, которые это уже поняли, которые прошли, у которых прошли эти родственники, не дай бог, умерли или тяжело болели, они понимают сейчас, о чем я говорю. Я не хочу их тыкать, знаешь, а вот это ж ты виноват. Он в реалии это так. А те, которые это не прошли, они почему-то не верят. Так совет вот пойти и спросить у тех, кто это прошел. Это не надо учитесь на ошибках других, потому что это тотальные ошибки, в которых помирают ваши близкие люди. Ну вот моя ошибка, я повторю ее, может быть, кто прошлый эфир не смотрел. Я ходил в маске даже на работе, да? И моя ошибка была в том, что я в одном общественном месте снял маску и минут 40, час беседовал с человеком на расстоянии, ну вот как этот стол, ну метр. Но лицом к лицу, без маски. Почему-то у меня в голове было, что он не болеет. Все. Это гарантированно заражение. И сейчас, когда я вижу в Фейсбуке каждые выходные, вот мы встретились с подругами, вот у нас компания друзей, вот мы, значит, пошли друг к другу в гости. Ребят, вы что делаете вообще? Вы хотите прям под Новый год, вот прям в Новый год хотите в реанимацию, ну или не в реанимацию, ну хотите с температурой кашлять, не переставая и так далее. Это что-то близкое к безумию. У нас как раз вот, если сейчас вы ходите встречать, а сейчас начнется же эти корпоративы, понимаешь, я уже вижу объявление, мы вам устроим корпоратив, но давайте по логике. Ну, если я неправильно скажу, ты там добавишь потом. Но вот сидит на корпоративе, ну, условно, 20 человек или 30. Из них гарантированно двое, гарантированно при нынешней статистике, один хотя бы человек, ну, не в космосе живем, а в реальной жизни, является носителем вируса. И какой результат от сидения с этим человеком за одним столом может быть? Все заболеют. Ну, Но не все но будут сколько? симптомные. Все принесут это домой, ну 70% домой, а там может заболеть пожилой, который попадет в реанимацию. Все. Но даже я сейчас, который перенес, как бы, я не хочу это слово говорить легко, но перенес как-то долго, муторно, противно, но все-таки без тяжелых симптомов, у меня даже ни озноба там не было сильного, ну ничего, ни температуры, как другие рассказывают, и так далее. Я при вот сейчас даже вспоминаю об этом, Боря говорит, у меня дыхание сбивается автоматически уже на уровне, ну я не знаю, какого-то рефлекса, это как это называется, нервные какие-то фигни, да, вот эти. Хотя у меня и не связано это было изначально ни с ковидом, ни с каким-то. Вот просто у меня есть небольшие проблемы с дыханием, но я сразу начинаю об этом думать. Это нейролептик. Как это называется, Боря? Ну, как вы когда... Типа тика. Типа тика. Ну да. То есть это рефлекторно вспоминаю эту болезнь, и эти дни, когда там я один в квартире, и к вам еще, запомните, никто зайти не может. И в идеале это правильно, что не может зайти, да? И ты там ложишься спать и думаешь, бог мой, что с тобой случится вообще? А вдруг что-то ночью произойдет? Ну, это своими уже такими страхами делюсь. Ну да. Мне не стыдно об этом сказать, что это страшная болезнь и очень неприятная. Очень. Вот вспомните потом мои слова, не дай бог, лучше не вспоминайте. Когда я вижу этих красивых девушек за столом, которые пьют чай, которые фотографируются, делают селфи, и я там что-то масок не нахожу. Ну хорошо, предположим, что вы в масках ходите, но когда вы сидите за столом все без масок, ну я не верю, что вы все время там сидите в маске. Попридержите себя немножко, пожалуйста. Тем более, что у нас, а тем более у крымских татар, ну, принято ходить в гости, принимать гостей. Никогда же ты не скажешь, иди дальше, да, там, если к тебе придет родственник. Но заранее попросите и не приходите. Ну, реально, и сами не ходите. Уважать старших. Так как раз сейчас... старших важнее, чем гостеприимство. Ну, конечно, тем более, когда речь идет о жизни, это совсем не смешно. У нас звонок по Вайберу. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос Борису Брылю. Здравствуйте, Айдер. Меня зовут Олег Савкин, меня приглашали к вам на эфир. Ну вот я заболел, лежу сейчас перед экраном и хочу у Бориса спросить комментарий по своему состоянию. Да, пожалуйста, пожалуйста, спасибо большое, что позвонили. Я надеюсь, вы скоро придете на «ты». Да, надеюсь, выздоровлю, я приду. Борис, скажите, пожалуйста, вот я с 1 числа болею, и у меня какая-то странная симптоматика. То есть тест на ковид пока не делали, скорее всего, сделают завтра, послезавтра. У меня все время держится температура. Сначала держалась 38, 38,5, 38,7, вчера поднялась 39. И я уже 39,2 решил сбить. Я сбил парацетамолом и немесилом. Сегодня полдня было нормально, я пришел к врачу, он меня послушал. Легкие и сердце, как он говорит, в норме. У меня нет никаких симптомов, у меня нет кашля.
у меня нет позывов кашля. То есть я сплю спокойно, меня ничего не ломает. Видите, я переношу эту температуру более-менее нормально. Первые дни, правда, я чихал очень сильно, сейчас и этого как бы нет. Вот нос тоже более-менее свободен. Вот температура, а температура возвращается, и на данный момент она опять, я смотрю, тоже подтягивает. Сейчас было 38,7, я опять сбил парацетамолом, но сейчас где-то 38,4. Скорее всего, к вечеру опять натянет, и опять, наверное, выпьет немесил. Как, вот на ваш взгляд, что это может быть? Ну, знаете, во-первых, сколько вам лет? Мне 55. 55. У вас рост какой? 185. И вес вы полный, не полный? Полный, ну, Извините. 85. 85. Не полный. Ну, замечательно. Смотрите. Вообще, в данной ситуации, когда у вас нет какой-то тяжелой симптоматики, если у вас сатурация выше 94, то, в принципе, вы относитесь, даже если у вас ковид, хотя это не факт, пока у нас не подтвержден, да, то, в принципе, вы относитесь к легкой симптоматике. И в данной ситуации это симптоматическое лечение, это теплое обильное питье, вот прямо 4-5 литров. Я вам советовал добавить регидрона, чтобы не вымыть натрий, не было бы гипонатремии. Ну, все как в старые времена, понимаете, поют. По поводу температуры, если вам комфортно, вы должны комфортно себя, как я сказал, чувствовать. Если вам некомфортно, вам тяжело, конечно, я бы рекомендовал сбить, да, потому что, опять же, при ковиде мы еще не имеем точных данных на сегодняшний день, сбивать или не сбивать, и они будут через 2 года. Мы увидим, сколько людей сбивало и сколько не сбивало, и сколько умерло из тех и из других. С одной стороны, понимаете, даже если вы сбиваете температуру, это не означает, что вы останавливаете иммунный процесс своего организма борьбы с чем-то. В то же время температуры, ваши температурные режимы, они не могут убить вирус, в принципе. Поэтому, ну, если вам некомфортно, я бы рекомендовал сбить. Потому что парацетамол, ибупрофен, вы человек, который не имеющий какие-то риск-факторы. Витамин D, кстати, добавьте витамин D. Это 1000 единиц международных рекомендовано. Это исследования, которые показали. Можно аспирин принимать. То есть больше я бы не говорил о чем-то другом. Борис, можно еще вопрос? Конечно. Да, смотрите, я перед тем, как заболел, так получилось, что я месяц загружался витаминами, тем же витамином D2000. Не знаю, сейчас это не будет преувеличено, если я опять буду пользовать витамин D2000. Нет, 2 не надо, 1000 вам хватит. Не надо 2000. И еще скажите, врач сегодня мне все-таки прописал Сирату и кардиомагнил принимать. И с завтрашнего дня, если температура вот опять повысится к вечеру, он сказал, стоит тогда уже обратиться к антибиотику. Я думаю, во-первых, Сирата, что это такое? Сирата — это, ну, я думал, что мне достаточно сказать, и вы будете Мы знать. не знаем, что это. Сейчас я посмотрю, буквально секундочку. Я сейчас взгляну, потому что это коммерческое название. И оно может быть... Пока Борис, Сирата. да, пока Борис ищет, я скажу, что нам звонит Олег Савкин, известный актер украинский, который, правда, должен был быть у меня в эфире. Как раз я вышел, а вот у Олега, к сожалению, он заболел. Пока еще непонятно, чем до конца. Но пожелаем выздоровления Олегу и ждем в гости. Я извиняюсь, что я занял на себя... Нет, типичные вопросы. Эти вопросы, которые я сам вот здесь и записал себе тоже, Олег. Поэтому вы просто говорите то, что многие... Я знаю, почему я не знаю, что такое Сирата, потому что, естественно, не имеет никакого смысла вообще как такового. Это препарат из области недоказательной медицины, а просто так взятый откуда-то. Вот. Но у нас его нету, естественно. Вот. Теперь следующее. По поводу того назначения антибиотиков. Если вам не взяли анализы крови, а именно развернутый анализ крови или клинический анализ крови, где видно, лейкоциты повышены или пониже, или сколько их там, то есть, соответственно, посмотреть бактериальное воспаление, то, но я же могу сказать, то это считается халатность. Потому что если у тебя нет доказанного бактериального воспаления, общий анализ мочи можно знать, может, у вас какой-нибудь UTI, это urinary tract infection, тоже возможно, да. Но если мы
не видим доказательств, что есть бактериальная инфекция, мы не должны давать антибиотик, потому что доказано, что применение антибиотика без прямого показания, которым да является лейкоцитоз, прокальцитонин спорный такой вопрос, но прокальцитонин повышенный, то не нужно, точнее нельзя назначать антибиотик. Это неправильно. Это утяжеляет ситуацию и повышает смертность на 150% тяжесть заболевания. Теперь, если вы, допустим, приняли антибиотик, а завтра вам стало хорошо, это не из-за антибиотика. Это из-за того, что просто у вас так уже организм сработал. И если вам не стало плохо, это не означает, что остальным 10 не будет плохо. Поэтому я бы не рекомендовал назначение антибиотиков без того, чтобы вы сдали анализ крови, анализ мочи полный, как положено, который будет включать в себя и дидаймер, и С-реактивный протеин, белок и другие показатели, как положено. Теперь повышение С-реактивного белка или сои или дидаймера не является показанием для применения антибиотиков. Это не специфические, так сказать, показатели. Поэтому не надо бежать к антибиотику. Надо еще не забывать такое, что вы после ковида мы еще чуть-чуть должны пожить. И многие планируют долго. И то повально, я вам просто хочу одну такую вещь сказать. В прошлом году, в 2019, умерло 750 миллионов человек от антибиотикорезистентных бактерий. Это те бактерии, которые возникли в результате применения антибиотиков. То есть, допустим, если человек 20 раз применял аугментин, к примеру, не по показаниям, то у него разовьется тот штамм бактерий в тяжелой форме. Допустим, он попал в больницу, банально, почка, что-то, какая-нибудь процедура минимальная, и у него может развиться та бактериальная инфекция, которая никаким антибиотиком не как-то так называемая суперинфекция или супербактерия, или антибиотикорезистентная. Поэтому вы себе можете навредить и сейчас, и в долгосрочной перспективе состояния, связанные с опасностью для вашей жизни, именно реальной. Я благодарю. Скажите, пожалуйста, в 2 словах еще, что я должен делать? Вот если температура вот такая моя держится, мне ее продолжать переносить? Симптоматическое лечение, обильное питье, парацетамол, ибупрофен, если нет противопоказаний. Есть витамин D, 1000 единиц достаточно пить. Можно аспирин пить, никаких проблем. Работы показали, в принципе, положительный эффект при ковиде, если мы говорим о ковиде. И обязательно сдайте анализы, можете спокойно прислать, мы посмотрим их и сообщим, если да, нужен антибиотик, если там будет повышенные лейкоциты или прокальцитонин. Ну, Борис, благодарю вас. Надеюсь, что мы с Айдером после этого достаточно скоро увидимся. Да, у меня уже есть справка, желаю получить ее и вам. Звучит грустно, у меня есть справка. Но это же не справка о смерти. Что грустно. Да, всего доброго. Медицинский юмор же должен присутствовать. Да, у вас юмор такой, что святых выноси. Кстати, вот тут коллеги тоже мне набросали таких, ну что ли, мифов, не мифов, но утверждений про ковид. Может быть, ты коротко на них ответишь. Вот, но все равно аргументированно. Вот, например, то, что надо пить горячую при ковиде, ну и как профилактику вообще при ковиде, горячую воду, ну чуть ли не кипяток, и что горячая вода она насыщает, помогает насыщению организма кислородом. Так это или нет? Да, при слове «горячая употреблять кипяток» Борис Бриль подвис просто. Ну не Борис Бриль, а скайп. Но будем ждать, пока Борис снова подключат. Мне об этом сообщат. Тут еще... Да, сейчас, конечно, мы снова Бориса найдем, куда он от нас денется, в конце концов, вы же понимаете, да? Это только свяжись с АТР и все. Вот. А на самом деле Борис очень грамотные вещи говорит. И заметьте, он никогда не говорит того, за что не может отвечать. Да? Вот если он звонит, Олег, и говорит, вот у меня такие симптомы, он говорит, возьмите анализы, пусть посмотрим анализы, что там, есть ли реальные показания. Потому что у нас часто антибиотики выписывают, чтобы было. У меня есть товарищ очень хороший, который перенес ковид, он выздоровел от ковида, но при этом до сих пор уже 2 месяца прошло, он себя плохо чувствует, у него нет сил, как было раньше, да, и это явно последствия болезни.
И к нему врачи применяли антибиотики еще по тем протоколам. Сейчас уже нет вот этих антибиотиков в протоколах, потому что бактериальные, как бы что-то надо доказать бактериальную инфекцию перед тем, как, да? Вот. И слава богу, что с ним все нормально, но это правда очень тяжело. И меня очень беспокоит этот вопрос, прямо очень. У нас сегодня какое число? Сегодня у нас 7 число. У нас 3 недели осталось до Нового года. Вот я желаю, чтобы все это поняли прекрасно, что с друзьями и родными можно общаться по скайпу. Не обязательно обниматься, не обязательно сидеть за столом. Просто я знаю, что такое. У нас же это не фуршеты какие-то, да, когда приходят люди. Вот Боря Бриль вернулся. Я хочу сказать, что у нас, когда собираются люди, у нас обычно это не в виде фуршета на расстоянии 2 метров друг от друга, а обычно это длинный или круглый, какой угодно стол, и долгие-долгие разговоры. Вот заражаются через долгие разговоры. Вот так я бы сказал. А, кстати, правильно я сказал, Борь, что заразиться эффективнее всего ковидом через долгие разговоры? Ну, это при контакте, естественно. Абсолютно, абсолютно правильно. Кстати, написал, знаешь, сейчас пока сидел, ждал звонка, написал твой хороший товарищ, сатурация 97-98, температура 36,6 уже много дней, много разговаривали, слава богу. Чок соголнес, Борь. Вот. Спасибо большое. Такой человек у нас в эфире сейчас. Но вот действительно, почему я говорю при долгих разговорах, да? Потому что при разговоре же количество выбрасываемой жидкости, если ты едешь в транспорте и молчишь, или даже говоришь чуть-чуть, или кто там чуть-чуть говорит, да, он не тебе в лицо говорит. Нет вот этой экспрессии, нет вот этого потока, ну, это водопада такого, да, невидимого. И тогда действительно разговоры лицо в лицо — это самый, наверное, гарантированный способ попасть в ряды пострадавших. Да. У нас, да? Правильно я говорю, Борь? Вот так. Ну, или если вы с кем-то встречаетесь, разговариваете, ну, не поленитесь и сам надеть маску, и попросить человека надеть маску, и все останутся живы. Как это не смешно, но все останутся живы. И не заболеет ваша бабушка, и дедушка ваш не заболеет, и вы не будете сидеть плакать, когда узнаете, что он умер, да? Вот как-то так. Неужели трудно надеть маску? Я не могу смотреть на эти фотографии за столом без маски. Я прошу прощения, но накипело. У нас есть телефонный звонок еще один. Добрый вечер. Говорите, кто вы? Откуда? Задавать свой вопрос Борису Брилю. Алло. Да-да. Говорите. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Да, вы в эфире, говорите быстрее, да? Добрый вечер. Мне такой вопрос. Вы хотели сказать о повторном заражении и пропустили. Да, точно. И скажите еще, вот если переболел ковидом, то вакцинацию потом надо делать? Если надо, то через какой промежуток времени? И такой вопрос. Я переболел ковидом. У меня была до этого простатоктомия, потом облучение. И соя у меня было все время 43. А теперь я переболел, сдал анализы. Все D-дамер нормальный, S-реактивный белок нормальный, кровь вроде как тоже нормальная, но соя прыгнула 60. И мне доктор прописал антибиотик. Правильно это или нет? Это уже на 16-й день заболевания. Это абсолютно неправильно. Простатоктомия, чтобы я просто для зрителей расскажу, это удаление предстательной железы. Существует несколько вариантов, как бы есть открытый. Мы в это вдаваться не будем. Но это из-за рака предстательной железы. Теперь смотрите. Это особо не риск-фактор, он не заходит в риск-факторы, хотя обычно у людей, у которых рак предстательной железы, это уже пожилые люди, а это уже, да, риск-фактор. Но, слава богу, вы выздоровели. Сои не показатель, прямой ответ, не показатель для назначения антибиотиков. Я бы вам порекомендовал бы сдать ПСА, как вы это обычно делаете. Я думаю, вы это сдаете раз в 3 месяца. Вас не слышно, алло. Я сдаю каждый месяц ПСА, и у меня после болезни был 0,038, а после ковида поднялся 0,059. Чуть-чуть поднялся. Пересдайте, если он будет повышаться, то, наверное, стоит сделать обследование по поводу, что это просто ковид вместе с
Просто совпало так. Подрос СОЭ, подрос ПСА, но может быть, что заболевание пошло распространяться дальше. Это тоже может быть, но не надо переживать, потому что рак предстательной железы лечится довольно хорошо. Теперь, даже если он распространяется. Теперь по поводу, можно ли заболеть повторно, у нас есть варианты повторных заражений. Они не такие частые, но они есть. Это мы будем еще изучать. И по поводу прививки. Пока те, кто переболел, им не нужно ставить прививку, потому что у них есть антитела. Что будем мы знать через год, я не могу вам ответить. Но я вам хочу сказать, кстати, спасибо большое за очень интересный вопрос. Такой, я думаю, к сожалению, я не могу ответить на некоторые из них, потому что нет еще достаточно данных для ответа. Но ответ, на самом деле, вопрос у вас очень хороший. Я хочу вернуться к кипятку, на котором мы расстались. Да, ну, вот пить не кипяток, понятно, но очень горячую воду, и это хорошо для того, ну, организм начинает активнее дышать, наверное, так это говорится на бытовом уровне, насыщается кислородом, так это или нет? Нет, от горячего нету связи с насыщением кислорода. Может быть связано с тем, что идет вазодилатация, это расширение мелких капилляров, и из-за этого происходит повышение оксигенации тканей, оксигенации поступления кислорода к тканям. Может быть только из-за этого. Разгоряченный, когда человек красный, это мелкие капилляры раскрываются, и вместе с раскрытием мелких капилляров проходит кислород. Ну так тогда можно сказать, что в баню надо ходить или в сауну. Ну, баня — это чуть-чуть другой принцип. Там включаются компенсаторные для того, чтобы нам отдать температуры в бане, чтобы теплообмен был. Нам для этого надо расширить тоже, опять же, сосуды, чтобы отдавать температуру. Ну, то есть баня, давай так уже коротко, у нас 5 минут остается в этом сеансе, так сказать, связи. Поэтому давай так коротко. Ну, горячую воду я понял, да? Теперь чеснок, имбирь, прочие перцы и так далее. Могут ли они чем-то помочь? Ну, они могут помочь, во-первых, тем, кто это их продает, а во-вторых, в принципе, полезное здоровое питание, но при ковиде не имеет отношения. Но здоровый образ жизни при ковиде очень важен. Да, курение. Нету четких исследований, которые показывают, что курильщикам лучше. Угу. Чаще наоборот. Объясню почему. Потому что это обычно люди с давлением. То есть напрямую курение как бы никто не знает, насколько связано, да, но у кого проблемы с давлением, тому сложнее, да? Да, конечно, это риск-фактор. Угу. Кстати, не всегда, то есть то, что я говорю, то есть не всегда надо использовать, опять же, те же парацетамол или ибупрофен. Для кого-то, опять же, тоже теплое питье — это тоже снижение температуры. Есть много других средств, которые снижают температуру. Ну вот даже, знаешь, когда говорили про горячую воду, ну, наверное, просто надо чай пить, вот и все, Чай, да? Да. Чай, потейте, бабушкины методы, чай, потение. Это же теплообмен. И это больше воды, больше в организме воды. Вот мне редакторы говорят, что звонит беременная женщина, которая тоже, к сожалению, заболела ковидом. Это важно. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос Борису Брилю. Здравствуйте, я Татьяна Медведева из города Кривой Рог. Моя дочь Оля переболела в марте месяце с ковидом. В мае месяце она забеременела. После ковида остался у нее как последствие такой вот удушающего характера кашель. Но так как она беременна, особо никаких препаратов нельзя, что бы вы могли посоветовать. У нее 6-й месяц беременности, но кашель время от времени у нее ее беспокоит удушающий кашель. Кашель? Спасибо. Кашель, да? Правильно? Простите, что? Кашель беспокоит, вы сказали, да? Да, кашель, вот такой удушающий, глубокий Удушающий глубокий кашель, да. Просто спасибо большое, да, мало времени остается, ну, понятно. Я бы советовал сделать спирометрию с диффузией, даже просто обычную спирометрию, или это все-таки поражение легких. Это безопасно для беременных, в отличие от рентгенов и так далее. Посмотреть, если есть поражение легких, то тогда в этом случае их просто разрабатывать, как мы показывали, физиотерапию дыхательную. Если мы говорим о не поражении легких, то тогда дождаться уже, когда, дай бог, все будет хорошо, и родите, осталось немножко, и, в принципе, уже потом заниматься лечением
вот этого хронического кашля, который связан с нейрогенным, тоже может быть. Значит, минута. Повторное заражение в каком проценте случаев наблюдается и через какой срок? Вот насколько это распространено? Минимально. Минимально. Это и пока что единицы. То есть пока говорить о массовом повторном заражении не приходится, да? Но через полгода поговорим опять. Я понял, да, но пока свежих таких данных нет. Есть такое понятие, как вакцинирующая доза? Ну, то есть вот надышаться каким-то количеством вирусов и после этого не болеть. А если переборщил и попал потом на ИВЛ? Ну да, это лучше не экспериментировать, да. До завтра еще такое не придумали. Да. У тебя ковид, поцелуй меня коротко, да, немножко передай мне дозу, да. Вот. Понятно, что это, конечно, чушь собачья. Вот. Что еще? Да, и, конечно, про бороду. У меня есть один друг очень близкий, который носит большую-большую бороду. Вот насколько борода, это последний вопрос, борода, и многие, кстати, мужчины сейчас носят, в том числе крымские татары, украинцы, бороды. Лучше сбрить или оставить, или что? Это не Павел случайно? Это не случайно, но не только. Но не только. Вы знаете, я думаю, что исследований по поводу бороды нету, но насчет масок, да, конечно, с бородой носить маску тяжелее. Но если подходить грамотно и правильно, носите бороду. Знаете, мы же рождены не чтобы болеть и страдать, мы рождены, чтобы получать удовольствие. Небольшие ограничения, как сказали, с масками, социальная дистанция, и вы можете носить и бороды, и здоровый образ жизни, и в принципе все будет у вас, и родственники живы, и борода. Только чуть-чуть прикрыть рот. Вот, и перефразируя, да, не буду ничего перефразировать, шутки в сторону. Короче, берегите себя. У нас опять был в эфире Борис Бриль, и, может быть, мы еще будем на связи, потому что невероятно интересно. Смотрите канал АТР, «Русский рейх» будет разрушен, а коронавирус побежден. Обязательно берегите себя и своих близких здесь и сейчас.